Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амши Пшара. И я его ведущая Нала Ковя. Сегодня в программе. Проект программы развития сельского хозяйства с 2026 года из ведомственной инициативы Минсельхоза трансформируется в полномасштабную государственную программу. Спорт должен оставаться вне политики, заявили в МОК. Так ли это на самом деле? Актуальный репортаж программы. Концерт московского театрального коллектива «Театр на Трубной» состоялся в Росдраме в преддверии Международного женского дня. В Южной Осетии внимательно следят за развитием ситуации в Абхазии и поддерживают братскую республику и ее народ. Об этом сказал президент республики Алан Гаглоев в ходе телефонного разговора с президентом Абхазии Бадрой Гунба. Он выразил поддержку руководству и народу Абхазии в связи с появлением информации о нарушении воздушного пространства Абхазии беспилотными летательными аппаратами. Президент после обращения граждан выехал в поселок Каштаг Гулрыбского района и поручил реализовать план мер по устранению подтоплений. Жители поселка Каштаг на личном приеме у Бадры Гунба рассказали, что при обильных осадках река выходит из берегов, затапливает хозяйство и разрушает дорогу. Президент осмотрел проблемные участки и провел совещание с представителями управления капитального строительства и администрации района. Главе государства представили детальную схему работ, которая включает в себя несколько этапов: строительство лотковой системы для отвода поверхностных вод и устройство аварийного сбросного коллектора под полотном железной дороги в месте возникновения подтоплений. Президенту также показали площадку для изготовления бетонных лотков для отвода сточных поверхностных вод. По итогам совещания президент поручил УКС в кратчайшие сроки разработать проектно-сметную документацию и незамедлительно приступить к работам по ликвидации причин подтопления. Программа развития сельского хозяйства выходит на новый уровень. Проект официально меняет свой статус с 2026 года. Из ведомственной инициативы Минсельхоза он трансформируется в полномасштабную государственную программу. Это решение подчеркивает значимость аграрного сектора для экономики республики и предполагает расширение инструментов поддержки сельскохозяйственных производителей. Подробности в репортаже Гугуцы Вардания. За 5 лет сотни сельхозпроектов стали реальностью благодаря тесному сотрудничеству государства и аграриев. Успех очевиден. За это время программа сменила статус с ведомственной на государственную. Особую значимость проекту придает то, что теперь ее выполнение курирует лично президент. С 2021 по 2025 годы на реализацию 1180 проектов было направлено более 519 миллионов рублей. Всего за этот период бюджет вырос со 100 до 150 миллионов рублей в год, а в 2026 составит 500 миллионов. Программа пользуется огромным спросом. На конкурс за 5-летний срок поступило свыше 2500 заявок, и их количество продолжает расти, опережая возможности комиссии по обработке данных. Мы объявляли о том, что прием заявок приостановлен в связи с тем, что их стало настолько больше, чем отпущены средства, чтобы людей не беспокоить, не занимать их время на составление бумаг, справок и для предоставления проектов. Но тем не менее, это неплохо, конечно. Заявления по сей день идут из районов, из самих участников, приносят прямо в министерство, в районы. Но мы не имеем права как-то не рассматривать их, мы принимаем, откладываем. Но я хотел бы просто, вот если есть эфир дойдет до них, что люди просто временно не тратили бы свое время и какие-то, может быть, средства для подготовки этих документов, потому как у нас сегодня достаточно тех заявлений, которые нам надо будет работать с документами даже и на 27 год, наверное, скорее всего, и по сумме тоже намного больше, чем
тех средств, которые отпущены в этом году именно на освоение этих программ. В 2025 году на программу развития сельского хозяйства было выделено 150 миллионов рублей, из которых освоено почти 100% средств, более 149 миллионов. Основная часть финансирования, 142 миллиона рублей, была направлена на поддержку 343 аграрных проектов, одобренных комиссией. Еще около 10 миллионов рублей направили на защиту растений. Закуплено 4800 литров фунгицида «Винтаж». Это позволило обработать более 7 тысяч гектаров угодий по всей республике. По Гагарскому району одобрено 8 проектов на сумму 3,7 миллиона рублей. По Гудаутскому району одобрено 97 проектов на сумму 35,3 миллиона рублей. По Сухумскому району 23 проекта на сумму 10,7 миллионов рублей. По Гулырыбскому району 19 проектов на сумму 7,8 миллиона рублей. По Творчалскому району 21 проект на сумму 9,1 миллионов рублей. По Галскому району 11 проектов на сумму 8,8 миллионов рублей. В рамках программы закуплено 38 единиц сельхозтехники на сумму более 27 миллионов рублей, а также свыше 600 единиц навесного и прицепного оборудования для мини-тракторов и мотоблоков. Общие затраты по этому направлению составили более 55 миллионов рублей. Новая техника позволит эффективно обрабатывать до 135 гектаров угодий. Кроме того, объявлен конкурс-тендер на приобретение различных материалов, оборудования и техники. Усиливаем наши отделы для того, чтобы были созданы рабочие группы, которые смогут на местах именно изучать проекты. Это самое главное. Если мы изначально проекты, которые отберем, даже не отберем, а все проекты, которые будут рассматриваться, если мы сможем вместе с ними побывать на местах, в хозяйствах, вместе с местными органами, начиная от глав сел и наших коллег в районах, сможем каким-то образом из того, что есть, выбрать самые необходимые направления с учетом, как я говорил выше, с учетом тех сел, районных или сел, где надо приоритет из-за того, что мало проектов там проходило. Министр сельского хозяйства Беслан Джопо поблагодарил профильную комиссию за проделанную работу. Он подчеркнул, что в 2026 году на реализацию проектов запланировано 500 миллионов рублей и отметил масштаб предстоящих задач в аграрной сфере. Гугу Савардания, Фатима Гергия, Алексей Гухова, Абхазское телевидение. 6 марта прозаику, поэту, сценаристу, журналисту и общественному деятелю Фазилю Абдуловичу Искандеру исполнилось бы 97 лет. Произведения всемирно известного абхазского и российского писателя Фазиля Искандера переведены на 20 языков мира. Некоторые из них включены в школьные программы Абхазии и России. Творчество Фазиля Искандера прочно связано с его родиной Абхазией, яркими красками южного неба, моря и гор и, конечно же, воспоминаниями детства. Герои его книг – простые труженики, веселые, гордые люди. Сам классик называл себя русским писателем, воспевавшим Абхазию. К другим новостям. Эскалация на Ближнем Востоке не утихает уже почти неделю. Американский президент Дональд Трамп сейчас потребовал от Ирана безоговорочной капитуляции, заявив, что никакого договора, кроме этого, не будет. Также он ранее заявил, что должен участвовать в выборе следующего лидера Ирана. Напомним, эскалация началась после того, как США и Израиль нанесли ракетные удары по Исламской Республике. Также под ежедневные удары попал Ливан после того, как военное движение Хизбалла поддержало Иран и начала обстреливать север Израиля. С начала нового витка эскалации в Ливане погибло 217 человек и почти 800 получили ранения. Израиль заявляет, что целью атак является Хизбалла, но под обстрелы в итоге попадает гражданская инфраструктура. Корреспондент РТ Стив Свини побывал на месте одного из таких ударов. Bir yandan çek bir yandan. Gel. Al bak. Görüyorum kayıtlıyız tamamen. Aç. 3 dakika var. Vuruldu. Buranın olay kapımıza taşıyor. Burası Beyrut'un güney banyolarından biri daha. Dün akşamdan beri, dün geceden beri saldırılar sürüyor. Şu anda
kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 700 kişinin de yaralandığı bilgisi var ki bu rakam daha da artacak gibi görünüyor çünkü henüz enkazlar kaldırılmış değil. Enkazlar kaldırıldığında bu ölü ve yaralı... Мы сейчас находимся в историческом городе Баальбек. Прямо перед нами главная автомагистраль, соединяющая город с ливанской столицей Бейрут. За мной виднеются остатки здания Аль-Карт Аль-Хасан. Это финансовая организация здесь, в Ливане. Армия обороны Израиля ранее объявила, что они будут наносить удары по зданиям этой структуры по всей стране. Цахал утверждает, что организация связана с ливанским военным движением Хезболла, однако правозащитные группы склонны с этим не соглашаться. Они утверждают, что это государственное учреждение и что многие люди используют их для получения кредитов, хранения денег и тому подобного. Это очень известное государственное учреждение здесь, в Ливане. Как видите, это здание полностью разрушено. Около 18 приказов об эвакуации здания было опубликовано. Оно находится в очень оживленном жилом и деловом районе Баальбека. Здесь можно увидеть повреждения, нанесенные этому зданию. Это здание также подверглось нападению во время прошлой эскалации с Израилем в 2024 году, но потом было восстановлено. На этой неделе здание снова стало целью нападения. Теперь мы видим расширение географии нападений Израиля. Они атакуют не только военные цели в Ливане, но и гражданские объекты ливанского общества. Продолжаем выпуск. Торжественное собрание, посвященное Международному женскому дню, прошло в Министерстве обороны. Владимир Ануа, министр обороны Абхазии, поздравил женщин-военнослужащих с наступающим праздником, поблагодарил за службу, отметив их важную роль. Особые слова благодарности были адресованы женщинам, вынесшим на своих плечах все тяготы войны. Благодарность матерям, чьи сыновья охраняют Отечество. В честь 8 марта все женщины-военнослужащие получили денежную премию и цветы. После торжественной части присутствующих порадовала праздничная программа. Этот замечательный весенний праздник представляет нам еще одну возможность выразить глубокое уважение, которое мы, мужчины, испытываем к вам, искреннюю признательность за то, что своей теплотой, участием, поддержкой помогаете достойно исполнять долг перед Отечеством, преодолевать любые трудности, невзгоды. Без вас мы не мыслим сохранения домашнего очага, воспитания детей, благополучия в семье. Нет такой области экономики, науки, культуры и общественной деятельности, в котором бы не внесли свою лепту. Мы гордимся тем, что становитесь в общий строй с отцами, мужьями, братьями, сыновьями, чтобы героически защищать свою страну, свою свободу и независимость. Военная служба – это не только мужское дело. Вот традиционное представление о том, что военная служба является чисто вот мужское право, это уходит как бы в прошлое. Вот. Для женщин сейчас военная служба – это, я считаю, внести свой вклад, да, вот в защиту Отечества, в то же самое время совмещая свою деятельность, да, вот с ролью матери, жены и хранительницы домашнего очага. Сегодня я хочу поблагодарить наше руководство в лице нашего министра обороны и хочу поздравить наших женщин с этим замечательным праздником. Концерт московского театрального коллектива «Театр на Трубной» состоялся в Русдраме в преддверии Международного женского дня. Прозвучали известные российские и зарубежные музыкальные композиции от ведущих артистов театра: Евгения Козлова, Евгения Суслова и Александра Сепиуса, народного артиста России Юрия Чернова. Также артисты театра на Трубной прочитали стихи поэтов Серебряного века. На концерте побывала Элита Рутинян. Праздничный концерт к 8 марта начнется с минуты на минуту. В рамках мероприятия прозвучат известные российские и зарубежные композиции. А пока зрители собираются и ждут с нетерпением начала концерта. И вот, наконец, концерт начался. С первых минут окунув зрителей в теплую праздничную атмосферу. «Любовь, похожая на сон», известная многим песня композитора Игоря Крутого, в исполнении Евгения Суслова, стала первой композицией, порадовавшей всех присутствующих. Любовь, похожая на сон, счастливый взгляд,
благодарность большая Дому Москвы, потому что было очень много позитивных впечатлений. Особенно, конечно, Юрий Николаевич, мне кажется, он прям зажег сцену, когда вышел. И прям у меня было такое чувство благодарности вообще и восторга, что была возможность послушать, посмотреть на такого большого артиста. И, ну, конечно, остальные певцы мне тоже очень понравились. Есть такое слово «восторг». Вот у меня этот концерт, вот это вот театральные вот эти постановки вызвали просто невероятный восторг. И с такой благодарностью, в общем-то, хочется вот к артистам обратиться, к тем, кто организовывал этот замечательный праздник, потому что ну, это просто наслаждение для души и эстетическое наслаждение. Юрий Чернов расторгал публику исполнением песни «Будь со мной строгой». Также в программе прозвучала песня «Город влюбленных» в исполнении Инны Дарьи и другие хиты. Организатором концерта выступил Дом Москвы в Сухуме при поддержке правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы и Московского дома соотечественников. Мероприятие стало очередным примером культурного сотрудничества и способствовало укреплению творческих связей между Абхазией и Москвой. В первую очередь женской половины Абхазии делается это мероприятие. К сожалению, не пригласишь всех, но, пользуясь случаем, хотелось бы поздравить всех женщин с наступающим праздником, пожелать крепкого здоровья, безграничного счастья, долгих лет жизни и, конечно, мирного неба. Мы очень надеемся, что подготовленная уникальная программа понравится зрителю и народу идет воодушевленным, испытав исключительно положительные эмоции. Александр Сепиус, артист театра на Трубной, отметил важность мероприятия. Он, как и остальные, ждал с нетерпением встречи со зрителями, чтобы оставить у них в памяти самые радостные воспоминания о концерте. Театр на Трубной посещает Абхазию впервые, но этого было вполне достаточно, чтобы получить приятные впечатления о нашей стране. Мы пошли на рынок, чтобы увидеть весь местный колорит. А дальше уже начали гулять по центру, купили картину, купили продукты, купили фрукты, купили сыр и все сделали. Купили сувенирку. Если пригласят, с удовольствием приеду. У нас есть, помимо нашего концерта, и драматические спектакли, так что зовите, мы с удовольствием приедем. Лично я свой материал, я учил, я потратил достаточно много времени, вот, и чтобы выступить на высоком уровне. Александр Сепиус порадовал столицу песнями «Я – это ты это я» Мурата Насырова и также исполнил песню из мюзикла «Дон Жуан» «Бель Андалюс». Программа была очень насыщенной. Также прозвучали стихотворения поэтов Серебряного века. Мы очень много гастролирующий театр, но мы впервые в Абхазии. Вот. Сегодня мы для зрителей покажем замечательный концерт. Наши ведущие молодые артисты и наш мастер сцены Юрий Николаевич Чернов будут поздравлять жителей Абхазии с наступающим праздником 8 марта. Это безумно гостеприимная страна. Мы с первых минут это поняли. Еще не перешли границу, увидели всю радушие и всю теплоту, с которой здесь принимают гостей. Вот. Ну а приехав уже в Сухум и погуляв по улочкам, зайдя в какие-то магазины, конечно, потрясающая погода, потрясающие люди, открытые, добрые, улыбчивые. Нам очень приятно оказаться здесь. Мы надеемся, что это не последняя встреча и что мы будем дружить. На сцене выступили ведущие артисты театра Евгений Козлов, Евгений Суслов, Александр Сепиус, а также народный артист России Юрий Чернов. Каждое выступление встречали бурными, искренними овациями. Зрителям надолго запомнится этот яркий и праздничный вечер. А в завершении мероприятия был прочитан стих о нашей стране ведущим мероприятия и артистом театра на Трубной Алексеем Франгуловым. Абхазия, ты так горда гостеприимством непокорным. Здесь я не тот, что был, и ты уже не та. Сухум нам счастье прочит рукотворно. Айлита Арутюнян, Данил Ханагуа, Абхазское телевидение.
Международный олимпийский комитет выступил с официальным заявлением относительно ситуации с соблюдением олимпийского перемирия на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. МОК твердо убежден, что спорт должен оставаться вне политики, маяком надежды, объединяющим весь мир. Так ли на самом деле, разбирался Атгур Гунба. МОК не будет вводить санкции против спортсменов США и Израиля в период Олимпийских игр, ссылаясь на сохранение нейтралитета независимо от геополитических конфликтов. Так звучит официальное заявление Международной олимпийской организации. Как только касается Америки и Израиля, тогда спорт вне политики. Как касается России, тогда все, это политика обязательно свое там проходит и никаких не допускают спортсменов. Это сейчас и свое они берут. А до этого никакой своей не было, ничего не было. Постоянно не давали, как сказать, спортсменам России поднять голову. Во-первых, вы знаете, многие спортсмены других, даже американцы, спортсмены, именно спортсмены, они говорят, без российских спортсменов вообще неинтересно соревноваться. Есть с кем конкурировать. Потому что всегда спорт Советского Союза и России, и Абхазии, если даже вспомним автономно, всегда был на очень высочайшем уровне. 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, нанося удары по Тегерану и другим городам. И есть многочисленные жертвы среди гражданского населения, в том числе и дети. Иран, в свою очередь, отвечает ударами по израильской территории и американским базам в регионе. Все это происходит в период Олимпийского перемирия, который начался 30 января в преддверии игр в Италии. Все это происходит в период Олимпийского перемирия, который начался 30 января в преддверии игр в Италии и должен продлиться до 15 марта, через неделю после завершения Паралимпиады. Да, вообще Международный олимпийский комитет, конечно, ведет непонятную игру порой. Могу сказать, что вообще-то двойные стандарты, к сожалению, на заре вообще движения олимпийских игр такого, наверное, не было. Но если иметь в виду Древнюю Грецию и все остальное, тогда, в принципе, как говорится, войны старались остановить для того, чтобы проводить Олимпийские игры. Но сейчас это уже другое время, поэтому я категорически не могу понять, почему МОК действует именно так, то бишь, если они рассматривают возможность допуска к Олимпийским играм, вообще ко всем международным играм, такие страны, как США и Израиль, а в то же время они не допускают российских спортсменов, это вообще выглядит как нонсенс. 4-й пункт главного регламента Организации Олимпийской хартии, определяющий условия проведения Олимпийских игр, гласит: занятие спортом – одно из прав человека. Каждый должен иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь никакой дискриминации. Зампредседателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Абхазии Рафаэль Ампар считает, что политическое влияние отдельных стран блокирует спортивное движение Абхазии на международной арене. Здесь немножко сложнее ситуация. Опять-таки политические моменты вклиниваются в движение спортивное, потому что Республика Абхазия, она так или иначе частично признанная страна, тем более, что де-факто мы уже живем более 30 лет в свободной, суверенной стране, и поэтому наши спортсмены, наши атлеты тоже имеют право выступать на международных соревнованиях. Зная тем более, что есть страны, которые гораздо меньше территориальные, гораздо меньше в количественном составе. Ну, там можно привести Лихтенштейн, Андорра, Сан-Марино и так далее. Ну и более мелкие острова, кстати, тоже участвуют в международных соревнованиях. А вот Республике Абхазии пока это очень сложно сделать. Попытки достучаться до штаб-квартиры МОК в Лозанне предпринимались не раз. Как напомнил Валерий Аршба, Национальный олимпийский комитет Абхазии дважды направлял официальное письмо с просьбой о допустимости абхазских спортсменов в летние Олимпийские игры под олимпийским флагом в 2011 году и позже. Письма регистрировались, но внятного ответа МОК так и не дал. Если мы подпишем соглашение с 5-6 олимпийскими комитетами разных стран, уже у нас будет возможность больше требовать от МОКа. Сейчас мы требовать просто от МОКа, если даже мы будем каждый день письма писать, ничего не получится. Но мы не стоим. 12 стран направили письма через МИД по дипломатическим каналам. Но есть и другой путь – история побед. Советский спорт подарил миру абхазских чемпионов.
легендарного прыгуна Виктора Санеева, Станислава Лугайла, Владимира Дорохова, серебряного призера Московской Олимпиады, метательницу копья Саиду Гунба, футболиста Никиту Симоняна. Уже в современной истории Абхазии ярчайшей вехой стала бронза Дениса Царгуш на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году. Сегодня традицию побед продолжает новое поколение. Лучший спортсмен Абхазии 2025 года самбист Инал Гаделия. В феврале этого года он взял золото на престижном международном турнире на призы президента Белоруссии в Минске, подтвердив свой высокий класс. Можно много твердить о равенстве и утверждать, что спорт вне политики, но когда возникают личные интересы определенных государств, уже спорт и моральные принципы уходят на второй план, увы. В связи с этим, наверное, нас не допускают ни на международную арену, и ни под своим флагом, ни под нейтральным флагом, так как мы для многих стран недружелюбных являемся костью в горле. Многие абхазские спортсмены выходят на международный уровень, но из-за политического влияния отдельных стран на спортивные федерации они зачастую остаются за пределами олимпийского ковра и мировых чемпионатов. Не могу сказать, что в ближайшей перспективе, но в скором времени я думаю, что мир на самом деле изменится, да, в пользу большей демократии, наверное. И я думаю, что абхазским спортсменам такая возможность будет. Просто нужно, конечно, набраться терпения, но работать в этом направлении, безусловно. Абхазские спортсмены, несмотря на ограничение участия в крупнейших мировых соревнованиях под своим флагом, не сходят с дистанции и не теряют надежды. Они продолжают ковать медали лучшей пробы, ведь сильнее тот, кому ставят барьер выше, чем остальным. От Гургунба, Ахра Амичба, Абхазское телевидение. Абхазские гимнастки примут участие в турнире в Москве. Федерация художественной гимнастики республики отправила 4 гимнасток на международный турнир на призы Яны Батыршиной. Среди участниц София Адлейба, София Бочгуа, Полина Марченко, Виктория Коцба. Открытый турнир по художественной гимнастике на призы Яны Батыршиной будет проходить с 7 по 9 марта в Москве. Соревнования включают выступления в индивидуальной программе и групповых упражнениях. И в завершении выпуска о погоде. В выходные дни 7, 8 и 9 марта в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. В субботу дождь. В предгорьях дождь со снегом, туман, в горах снег. В воскресенье и в понедельник без осадков. Температура воздуха ночью 1,6, днем 8-13 градусов. Температура морской воды 9 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.